Итак, всем привет, с вами Джулустан, также известный как Нолан. Итак, это девлог номер 3. И давайте-ка я начну сначала с плохих новостей. А, Я выгнал графического дизайнера Яну за то, что она использовала материалы э, и происхождения, что было запрещено по правилам хакатона. И, соответственно, сделал я это для того, чтобы в будущем не дай бог, нас за это дисквалифицировали бы, и, соответственно, чтобы никаких репутационных проблем потом у нас не появилось. Так как я горжусь тем, что у нас вся игра нарисована вручную, вот этими вот руками, да. И, собственно, давайте начнем. Это у нас главное меню игры. Решил его сделать вот таким вот образом. Выглядит он вот так вот. В виде First Person Perspective сцены. Тут у нас настройки, название игры, авторы, загрузка игры. Тут он у нас будет в виде домофона. То есть при начале игры нам надо будет определиться с тем, какая у нас квартира. То есть мы вводим номер нашей квартиры, это как сохранение, ячейка, и просто здесь вводим номер ячейки сохранения, и все. То есть мы входим себе домой, так сказать. И, соответственно, ручка двери — это начало игры. Снежок — это все шейдер, написанный мною, и тут у нас вот все это вручную нарисовано. Да, погнали дальше. Слышу сквозь сон, нас двое. Мы куда-то вошли, но я не вижу ничего, только звуки. Мне снится это или происходит наяву? Почему в сознании совсем нет опоры? Я ничего не помню. Я еще над текстом поработаю. Ну, пока как бы заглушечно вот так вот. Вот этот вот UI элемент также у меня мой собственный. Делал я его сам. То есть он у меня издавна стоит вот так вот. То есть я просто брал и видел, что сделано не очень, и поэтому решил сделать сам. Это так на случай, если вдруг опять объявится Яна и будет говорить о том, что используется ее материал. Ну, было бы что использовать, так сказать. Ну ладно, погнали. Итак, тут у нас слева появилась надпись о том, в каком мы локации находимся. Сверху тут у нас нарративные сообщения о том, что думают наши герои. В общем, комментарии его. И, соответственно, вот это вот то, что вы слышали, звук. Это, так сказать, я таким образом решил ввести в курс дела, что происходило до этого момента, грубо говоря. Ну, тут также все будет добавляться вот в этой сцене в начале. То есть мы вошли в здание, из-за звука домофона к нам сбежали все собаки, покусали нашего друга, он нас нес все это время и, соответственно, получил увечья и вошел вот в квартиру, заперся, уронил ключ, положил нас в кровать, вытащил бумагу и в спешке написал письмо. Как-то так, собственно, у нас. Так, у нас тут кухонный нож, фонарик, ключик, забрал, все. И вот он у меня новый инвентарь. То есть так же самое вот рисовал. Вены
показывает уровень нашего здоровья. В левой руке у нас вот хранится оружие, также держится, и в правой также будет, например, пистолет. Также, если у нас будет ружье, то оно будет занимать 2 руки, а если там, скажем, какое-то тяжелое оружие ближнего боя, то вот так же он будет вот валяться в обоих руках. Есть ячейки быстрого доступа, сюда мы ложим расходники всякие по типу бинтов, там, может, какие-нибудь метательные оружия по типу коктейля Молотова, посмотрим. Сейчас я сюда положить ничего не могу, потому что они не для быстрого доступа. Сейчас пока еще не начал наполнять контентом помещения. Просто, как я вот думал, как вот поэтапно пройти. То есть я все не мог никак наполнить уровень контентом, так как, ну, пока материала от Арслана еще не пришли, и сам там еще не начал их нормально рисовать. Там есть кое-что, ну, просто их не положил. Ну, просто что-то в голове вот держалось, что надо сделать сначала меню, как мы сюда вошли, вот это вот все. И, соответственно, вот я конкретно уже подошел к тому, чтобы наполнить эти квартиры уже всякими разными приколюхами по типу мебели, какого-то окружения, может, постеры, всякие такие вот нарративные, атмосферные штуки будут. Вот. Ну и, собственно, так. Это у нас крафт, это письма. Выключаем инвентарь с помощью замочка вот этого. Что-то тело рядом, видны следы борьбы. Так, это вот тело также будет другое. Оно слишком изувеченное для вот этой вот сцены. Так. И типа я подобрал письмо из тела. И вот мы читаем. В этом здании есть бункер, тебе нужно найти его и принять сыворотку. Также над текстом буду работать, пока это все дело заглушечное такое. Так, идем, собственно. Дальше у нас вот тут ФПП-сцена. Открываем дверь, выходим. Добавилась звуковая ловушка. Это разбитые стекла. То есть, если их наступить, то... Да, вот у нас враг реагирует на это и бежит на нас. Но мы сразу уходим. Добавил новые уровни. То есть, я добавил новые квартиры. То есть, у нас тут 2-я, 3-я, 4-я, 5-я. Да, над собакой надо поработать. Ну, собственно, все это ожидает наполнения своего мебелью, вещами, всякими разными штуками. Надеюсь, что что-то успею сделать к 9 июня. Уже совсем мало дней осталось. И вообще в целом надеюсь, что дойду до того качества, которого хочу добиться. В общем, так вот. То есть каждая вот эта вот квартира, она вот имеет свою вот эту вот сцену от первого лица. То есть все это все нарисовано вручную также. И дальше же, помимо наполнения контентом помещений, мне нужно там поставить дверь. Тут у нас спуск в подвал, и там у нас будет, собственно, этот бункер. Вот, как-то так. В общем, работа идет, работа кипит, много чего делается, много чего добавляется в игру. И надеюсь, вам нравится то, что вы видите. Учитывая то, что все-таки работа была начата 12 мая, сегодня 31. Думаю, многообещающий проект. Довольно-таки, да, сам горю этим проектом. Хочу его довести до релиза. Будем наполнять его контентом. И, собственно, думаю, сегодня выйду в поток на стрим. Так, чисто поболтать.
и немного расслабиться, поиграть. Ну и все. Давайте. Всем спасибо, ребята. Всем пока.